Здравствуйте, уважаемые участники Всероссийского семинара по подведению итогов реализации мероприятий и государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях. Процесс образования человека на протяжении его жизни – это процесс взаимопроникновения, взаимопонимания и развития через череду непрестанных встреч с явлениями и живыми людьми. Модернизация системы образования, происходящая сегодня, способствует перестройке деятельности образовательных организаций, которые ищут новые формы работы с обучающимися, новую модель, позволяющую обеспечить сохранение и укрепление знаний на протяжении всего процесса обучения. Во многом результат такой деятельности заключается во взаимодействии всех участников образовательной деятельности, что ведет к формированию единой организации учебного процесса на школьном и муниципальных уровнях. Практика показывает, что каким бы ни был сильным педагогический коллектив, возникают ситуации, в которых он нуждается в сопровождении. Причины необходимости достаточно прозрачны. Есть проблемы образования, которые сложно решить в отдельной образовательной организации. Их более успешно можно решить вместе, в одной команде, делясь накопленным опытом. Третий год Усинские школы принимают участие в республиканском проекте «Эффективная школа», который определяет эффективность как повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах Республики Коми, показывающих низкие результаты обучения и функционирующие в неблагоприятных условиях. А главное – это создание эффективной модели адресной поддержки образовательных организаций с низкими показателями, ее апробация и дальнейшее внедрение в практику. Перед нами на слайде основные ориентиры эффективных школ, которые, на наш взгляд, необходимо сформировать или развить, и в этом случае абсолютно неважно, является ли школа лидером в команде или просто участником проекта. Это актуально для всех школ. Участники данного проекта – это равноправные партнеры. У каждой школы-участника своя роль и собственная программа перевода школы в эффективный режим функционирования. Каждый год в состав школьных команд входят разные образовательные организации. Их определяют на уровне региона по нескольким показателям. В первую очередь по результатам участия во Всероссийской олимпиаде школьников, сдачи ГИА, другим оценочным процедурам, а также это школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях. Школой-лидером в муниципальной команде третий год является наша школа, показывающая наиболее высокие баллы по итогам различных оценочных процедур. Изначально перед нами, участниками проекта и школой-лидером в частности, были поставлены задачи, которые одновременно являются направлениями деятельности. Итак, первое направление деятельности – это разработка и реализация межшкольной тьюторской программы повышения качества образования, в ходе которой ежегодно планируется проведение мероприятий для школьных команд участников проекта. Это и открытые уроки, внеклассные мероприятия в рамках городских предметных недель, мастер-классы, стажировки для учителей и предметников, онлайн-консультации для педагогов сельских школ. Проведение таких мероприятий по обмену опытом мы оцениваем как приоритетное направление проекта. Эпидемия коронавируса вызвала необходимость, начиная с марта текущего года, пересмотра форматов нашей деятельности в качестве школы-лидера. И поэтому информационное взаимодействие с педагогами в условиях дистанционного формата работы организовано различными способами. Через почтовые серверы с помощью видеозвонков, общение в скайпе, социальных сетях и мессенджерах. Нашими педагогами подготовлены видеоматериалы и организовываются онлайн-занятия. Следующее направление деятельности – это создание и организация школьных команд на портале «Открытое образование Республики Коми» ресурса «Мобильный методист».
Как показала практика, данный ресурс эффективен в реализации единого информационно-методического пространства для профессиональной коммуникации, обмена опытом, обучения и реализации образовательных проектов. И третье направление деятельности – это участие в адресных курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников, организованных в Коми-Республиканском институте развития образования. Одним из основных мероприятий реализации проекта «Эффективная школа» является проведение республиканского грантового конкурса моделей перевода школ в эффективный режим функционирования. Наши школьные команды ежегодно участвуют в этом конкурсе. В первый год проведения конкурса мы заняли 2-е место. В прошлом и этом году признаны участниками. Тем не менее, все школы получили денежное поощрение на приобретение методической литературы, оформление подписки, повышение квалификации педагогов. В конце года школы-участники проекта принимают участие в мониторинге эффективности реализации программ перевода школ в эффективный режим функционирования. И как показывают результаты мониторингов, та деятельность, которую осуществляем мы как школа-лидер, эффективна. Какова же формула нашего успеха? Что нужно сделать, чтобы достичь поставленной цели? Повысить качество образования. Необходимо быть командой единомышленников, работать во взаимодействии, стать школами, наполненными здоровыми, радостными детьми, образованными учителями. Главное в развитии каждого коллектива – это постоянное развитие, постоянное движение. Мы – части командного проекта. Стоит отметить, что республиканский проект рассчитан на 1 календарный год и завершается декабрем. Но реализация программ перевода школ в эффективный режим функционирования рассчитана на 3 года, и мы продолжаем тесное сетевое взаимодействие. И завершить свое выступление я хотел бы словами Даниэла Уэбстера. Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в одиночку. Единение умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти всемогущим. Спасибо за внимание. До свидания.